Вы смотрите «Итоги дня». В студии Валерия Наумова. Мы расскажем вам о самых значимых событиях сегодняшнего дня. Коротко о темах. Из 2 сел вода ушла, но еще в нескольких уровни воды остаются выше критических. В Верхоянском Улусе продолжает работу межведомственная комиссия. В Якутии для выявления причин лесных пожаров используются грозопеленгаторы. Устройства будут отслеживать координаты молниевых разрядов. В будущем мы планируем собрать статистику за этот год, проанализировать его, то есть какая доля пожаров произошла по причине сухих гроз. С начала года по республике в ДТП пострадали 25 велосипедистов, из которых 16 дети. Нарушение ПДД несет прямую угрозу их жизни и здоровью. В районе метра от большегруза это и есть та самая слепая зона, которую не видно водителю и которая очень опасна для велосипедистов и пешеходов. Интернет-аферисты все чаще придумывают новые виды мошеннических схем. Чтобы не попасть на их крючок, нужно соблюдать простые меры предосторожности. Нельзя сообщать незнакомым лицам по телефону свои данные, персональные данные, данные банковских карт, производить какие-либо финансовые операции по указанию незнакомых лиц. Желающих хоть отбавляй, но количество мест ограничено. Детская оздоровительная база «Алмаз» приняла 2-ю смену. Расскажем, как проходят будни детей. В Верхоянском Улусе продолжает работу межведомственная комиссия по оценке ущерба, нанесенного дождевым паводком. На сегодняшний момент вода ушла из 2 сел. Еще в нескольких населенных пунктах, в том числе и в городе Верхоянск, уровни воды остаются выше критических. Администрация Улуса проводит работу по эвакуации жителей и доставке в районы подтопления продуктов, медикаментов и питьевой воды. Подробнее о работе, проводимой в Верхоянском районе, в материале Александра Хавренко. Дождевые паводки для Верхоянского Улуса явление далеко не новое, но даже старожилы не припомнят, чтобы оно достигало таких масштабов. Уже потоплено несколько сел и город Верхоянск. Вода подходит к поселку Батагай. Для того, чтобы защитить административный центр от паводка, возводится и укрепляется дамба. На работу выходит, что называется, всем миром, вооружившись лопатами и мешками. Дождевой паводок – явление, которое можно предвидеть, но практически невозможно предугадать, как поведет себя стихия. Первыми от паводка пострадали села Саардах, Тамтор, Бурунук, Бетенкёс и Такума. Администрацией района были приняты все меры по эвакуации людей и доставке в населенные пункты продуктов питания и питьевой воды. Сложно работать, но тем не менее хочу сказать, что мы ни одной заявки, ни одно обращение не оставляем без внимания. В силу своих возможностей решаем. Ну, конечно, требует время. Я еще раз повторюсь, наводнение, прямо 5 рек взбунтовались. Поэтому это большая трагедия для Верхоянского района. Да, раньше были наводнения, но как-то плавно были. Ну, или поочередно, или подсезонно. А сейчас вот одновременно. Во всех подтопленных населенных пунктах и в поселке Батагай организованы пункты временного размещения. Но люди с большой неохотой покидают свои дома, надеясь переждать большую воду на вторых этажах и чердаках. Чтобы вместе со взрослыми в затопленных районах не оставались дети, правительством республики было принято решение организовать для них отдых в летних лагерях Якутска. И ежедневно из Батагая в столицу спецрейсами улетало по 30-40 ребятишек. У нас дети вылетают в город Якутск на Сосновый Бор лагерь. И дети у нас из Дулгалаха и Адычи. С Дулгалаха у нас всего летним отдыхом охвачено 25 детей. И с Адычи сегодня приедут на автобусе 10 детей. И всего у нас получается 35 детей, да? Ага, сегодня 35 детей. А до этого у нас вылетели дети из Сордаха, 34 ребенка. Сегодня в Верхоянский район прибыл глава республики. После облета и осмотра потопленных территорий и встречи с жителями глава провел совещание в администрации района. Основными вопросами были восстановление пострадавших населенных пунктов и скорейшая выплата компенсации жильцам пострадавших домов. Ситуация осложняется тем, что здесь, в арктических районах, конечно же, практически интернет работает крайне слабо. И вот загрузить любой документ, даже один лист бумаги, это всегда очень такое, знаете, непростое испытание для человека. А здесь надо будет работать с большими массивами документов. Ну и мы приняли решение, что сюда будут дополнительно люди из Якутска командированы.
для того, чтобы помочь людям правильно составить документы, ну и правильно здесь их уже принимать, минуя портал услуг напрямую через многофункциональный центр. Выполнить все работы по оформлению документов и получению помощи необходимо в кратчайшие сроки. Ведь дома ждет серьезный ремонт и восстановление. А морозы на севере начнутся уже в сентябре. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Верхоянский УЛУС. Между тем, ветераны села Суардах Верхоянского района, которые пострадали от наводнения, проходят реабилитацию в Якутске. В социально-оздоровительный центр они поступили 4 дня назад. Сперва они сдали анализы и прошли осмотр врача. После чего по медицинскому назначению ветераны Верхояния проходят лечебные процедуры. Так они занимаются лечебной физкультурой, ходят в массажный кабинет, принимают курсы эрготерапии. Также с ними работает психолог. Курс реабилитации продлится 18 дней. Массовые мероприятия проводим, настольный теннис, бильярд, шашки, шахматы, и проводятся культурные концерты. Сегодня дополнительно мы ждем 3 из Долгалах Верхоянского УЛУСа, вечером должны прилететь. И в августе-сентябре планируется поступление пожилых граждан Верхоянского УЛУСа. В Якутии отслеживают координаты молниевых разрядов для борьбы с лесными пожарами. Отслеживать грозовую активность в реальном времени позволяет многопунктовая система грозопеленгаторов. Всего в регионе установлено 6 антенн с датчиками. О том, как работает прибор и какую пользу он приносит, в материале Светланы Амосовой. Одной из причин роста числа лесных пожаров в 2021 году стала грозовая активность. Поэтому было принято решение начать отслеживать это природное явление более углубленно и масштабно с помощью системы грозопеленгаторов. Прошлые и позапрошлые годы были аномально горимые в республике, и все эксперты называли различные причины. И наш проект создан для того, чтобы в конце концов попытаться ответить с научной точки зрения, в чем же заключается причина пожаров в Якутии. Либо это антропогенный фактор, либо природный, то есть сухие грозы. Ранее подобные приборы по всей республике были установлены только в 3 местах. А теперь охват проводимых исследований увеличился вдвое. Мы вместе со студентами, с экспертами с Института космофизики оценили наиболее горимые участки за последние 33 года в республике и выяснили, что это Лено-Вилюйское междуречье и левобережье Алдана. Соответственно, исходя из этого, мы определили пункты размещения грозопеленгаторов. Сейчас такие антенны с датчиками возвышаются на крышах метеостанций в Алдане, Мирном, Вилюйске, Алепнинске, Бердикистяхе, а также в Якутске, в Институте космофизических исследований. Грозопеленгаторы охватывают более 250 тысяч квадратных километров. На крыше Института космофизики у нас установлен индикатор. От него отходит, собственно, провод, который соединяется с блоком микроконтроллеров. Индикатор фиксирует электромагнитные импульсы, и в самом блоке микроконтроллера уже производятся все необходимые расчеты. Вычисляется амплитуда, время и координаты. Уже сейчас эти данные используются для координирования маршрутов авиапатрулей, авиалесохраны. В будущем мы планируем собрать статистику за этот год и проанализировать его, то есть какая доля пожаров произошла по причине сухих гроз. Для изучения в качестве участников приглашены студенты Северо-Восточного федерального университета. Вообще мне это очень нравится, потому что мы, получается, вносим вклад в Якутию. То есть это, получается, и полезно, и приятно. То есть мы видим в этом вообще перспективы. И это нас мотивирует и вдохновляет. Молодые ученые рассматривают карты и по ним определяют, есть ли взаимосвязь между грозами и возникшими термоточками. Мы разработали уже несколько алгоритмов и уже разработан интернет-ресурс, где прототип, где мы можем рассмотреть потенциальное возникновение пожаров из-за возникновения сухих гроз. Первоначальные точки мест возгорания в лесах специалисты определяют на основе анализа спутниковых снимков, а места ударов грозовых разрядов получают системы грозопеленгации. Итоги проводимых исследований за лето и осень будут подведены в октябре этого года. Светлана Амосова, Семен Семенов, Якутск. Велосипедист – самый уязвимый участник дорожного движения. Об этом неустанно повторяют сотрудники ГИБДД. Статистика звучит удручающе. Только за этот год по республике в ДТП пострадали 25 велосипедистов, из которых 16 дети. 1 ребенок погиб.
По наблюдениям сотрудников, около 80% нарушают ПДД, что несет прямую угрозу их жизни и здоровью. О том, как вести себя на дороге велосипедистам в условиях нашего города, расскажет Мария Кардашевская. Правила дорожного движения обязаны знать все, независимо от того, ездите вы за рулем автомобиля или велосипеда. К сожалению, на практике мы видим обратное. Многие садятся за руль велосипеда, не зная правил. Приблизительно процентов 80, да, или можно даже сказать больше, нарушают правила дорожного движения. В новых требованиях правил дорожного движения у нас, к сожалению, нету пункта, который, опять же, полагал бы принятие экзаменов у велосипедистов. Если бы, в принципе, такой бы пункт был бы, то у нас бы было бы гораздо меньше травмированных, и, опять же, погибших велосипедистов. Самое часто нарушаемое велосипедистами правило – запрет проезда пешеходного перехода на велосипеде. Прямой обязанностью велосипедиста является спешиться и пройти переход пешком. Кроме этого, в правилах дорожного движения указаны и многие другие правила, которые велосипедист должен знать. С детства нас учили по встречке ехать, но на самом деле это неправильно. То, что нужно все-таки с правой стороны уступать 1 метр с края дороги и ехать постоянно справа, не поворачивать налево, если больше одной полосы, и другие правила. Выезжая на пешеходный переход на велосипеде, велосипедист рискует оказаться в слепой зоне. Особенно опасна для жизни людей слепая зона больших грузов. Велосипедистам и пешеходам важно понять, что в районе метра от большегруза это и есть та самая слепая зона, которую не видно водителю и которая очень опасна для велосипедистов и пешеходов. Если негласное правило для водителей звучит как «водитель всегда виноват», то для велосипедистов оно звучит иначе. Ваша жизнь в ваших руках. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Несмотря на постоянные сообщения о преступлениях, совершаемых по телефону или в интернете, количество таких случаев не перестает расти. Мошенничество – одно из самых частых совершаемых в России преступлений. В Нерюнгри регулярно проводятся профилактические мероприятия. Так, в этот раз в центре города жителям раздавали листовки с необходимой информацией. Слышали о дистанционных мошенничествах? Поэтому мы вам даем памятку. Профилактическая акция «Осторожно, мошенники» в этот раз проводилась совместно с сотрудниками полиции, отдела госавтоинспекции и прокуратуры города Нерюнгри. Данную акцию мы проводим для того, чтобы в очередной раз напомнить нашим гражданам о правилах личной финансовой безопасности, что нельзя сообщать незнакомым лицам по телефону свои данные, персональные данные, данные банковских карт, производить какие-либо финансовые операции по указанию незнакомых лиц и быть предельно внимательными в сети интернет. В этом году зарегистрировано 108 случаев. Хищение денежных средств в интернете чаще всего происходит при покупке товаров и услуг. Но каждый раз преступники изобретают новые схемы обмана. Так, в последнее время они связаны со стремлением людей обеспечить себе дополнительный заработок или получить социальные выплаты. Просто прежде всего связан с тем, что у нас граждане именно в период пандемии перешли активно на бесконтактные способы оплаты. Второй фактор мы связываем с тем, что очень часто люди пытаются заработать, так скажем, не тратя особо сил, усилий, средств, хотят быстро заработать на различных, так сказать, биржах денежные средства. Злоумышленники используют IP-телефонию, поэтому раскрыть такие преступления бывает очень непросто. Поэтому главное для каждого человека – это быть бдительным и не сообщать личные данные незнакомым лицам. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Жители и гости столицы могут пройти экспресс-тест на наличие в организме ВИЧ-инфекции, гепатита Б и С, а также сифилиса. На территории городского пляжа сегодня начал работу мобильный передвижной пункт республиканского СПИД-центра. Анализы принимаются с соблюдением всех санитарных норм, используя стерильные и одноразовые инструменты. Результат сообщается конфиденциально. Время ожидания составляет от 10 до 15 минут. Тестирование проводится бесплатно для лиц старше 18 лет. Пункт завершит свою работу завтра в 3 часа дня.
проводим экспресс-тестирование. Это ИХ-тест, так называемый, 4-го поколения, на определение гепатита Б, гепатита С, ВИЧ-инфекции и сифилиза. То есть 4 социально значимые заболевания. Данное мероприятие оно проводится в рамках профилактической акции «Узнай свой ВИЧ-статус». Анализы берутся из пальца руки. У нас инструментарий одноразовый, стерильный. Мы, естественно, все обрабатывается это, соответствующими антисептическими средствами. В Якутске демонтировали память Ленину. Скульптуру увезли на временное хранение для реконструкции. Реконструкция бронзового памятника пройдет в 2 этапа. Все работы планируют завершить до декабря 2023 года. По проекту предусмотрены установка нового фундамента, замена и демонтаж облицовочных гранитных плит, постамента и трибун, замена бетонного обрамления, цветочных клумб и асфальтового покрытия площадки. Саму скульптуру почистят, устранят на ней налеты и дефекты и нанесут защитное покрытие. Напомним, что конкурс на реконструкцию памятника выиграла дизайн-студия «Уран». Сумма контракта составила 20 миллионов рублей. Поскольку памятник является объектом охраны культурного наследия, он останется в первозданном виде. В настоящее время памятник демонтирован и направлен в склад на хранение. И генподрядная организация дизайн-студия «Уран» начата работу по демонтажу постамента. В учебных заведениях нашей страны продолжается приемная кампания. В комиссию Алданского политехникума поступило более 80 заявлений. А всего на новый учебный год планируется набрать 200 первокурсников. В этом году перспективы в получении образования открываются как для выпускников 11 классов, так и для десятиклассников. Подробности в следующем сюжете. Маркшейдерское дело, горная промышленность и ремонт автомобилей. У абитуриентов, поступающих в Алданский политехнический техникум, эти профессии пользуются повышенным спросом. А всего набор на новый учебный год ведется на 1,5 десятка специальностей. Наряду с традиционными открываются новые направления с учетом востребованности кадров в перспективе. В связи с газификацией района в будущем техникум станет готовить специалистов для данной отрасли. На сегодняшний день техникум рассматривает такой вопрос. Начались мероприятия по подготовке лицензионных соглашений, мероприятия по подготовке лабораторно-технической базы. Ну и в этом случае, что отрадно, мы находим поддержку среди наших предприятий, которые на сегодня занимаются эксплуатацией газового оборудования, и находим понимание и поддержку со стороны предприятия, которое вообще в целом к нам приведет газ на территорию Алданского района. Как правило, в начале кампании абитуриенты, поступающие в техникум на базе 9 классов, более активные. В настоящее время в приемную комиссию подано порядка 80 заявлений. Документы принимаются как очно, так и дистанционно, а также по почте. Между тем, большинство потенциальных студентов предпочитает явиться в техникум лично. Ксерокопии паспорта и аттестата, заявление, медицинская справка и фотографии. Весь пакет документов Кирилл Пичуев собрал. В приемной комиссии только заполнил анкету. С подачей все хорошо, настроение хорошее. Но мы не только в техникум подали, мы еще подали в одно учебное заведение. Посмотрим, где пройдет, туда и поступим. В приемную кампанию 2022 объявлен добор в группы, начавшие обучение в прошлом году. На второй курс по специальности технологии аналитического контроля химических соединений будут зачислены сегодняшние 11-классники. Перспективные варианты имеются у ребят, окончивших 10 классов. Ремонт горного оборудования они также смогут осваивать со второго курса. Ожидается, что в новом учебном году кузница промышленных кадров примет 205 первокурсников по очной форме обучения. 45 человек смогут осваивать профессии заочно. Татьяна Вахнина, Алдан. Глава Якутии Сэн Николаев в торжественной обстановке встретился с участниками 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Напомним, в этом году соревнования пройдут в городе Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Представлять республику поедут более 120 юных якутян, 50 тренеров и 18 представителей. Руководитель региона поздравил спортсменов и сказал напутственные слова, а также передал единую спортивную форму капитану сборной команды Анатолию Иванову. Республика Саха-Якутия будет представлять 18 видов спорта из 19, кроме бадминтона. Сборная команда вылетает 27 числа, день приезда 27-го.
и с 28-го уже начинаются игры. Я участвую в вольной борьбе, и я постараюсь взять первое место. Детская оздоровительная база «Алмаз» приняла вторую смену. Желающих отдохнуть в лагере опять хоть отбавляй, но количество мест ограничено. 210 ребят заехали в лагерь буквально на днях. Как проходят их будни, мы расскажем в нашем сюжете. Утро начинается традиционно с зарядки общей около клуба. После следует завтрак. Горячий, сытный и очень вкусный. Мне нравятся каши. Самое вкусное, то, что здесь было, это пюре. Я ем сейчас молочный суп и хлеб с маслом и сыром. Мне очень нравится, это очень вкусно. После ребята отправляются в медблок. Там для них уже приготовлены фиточаи и кислородные коктейли. Некоторым отдыхающим назначают и небольшое лечение. Каждый день к нам приезжает врач. Врач у нас зав. Отделением, это Кудратула Зинатович. Он ребятишек осматривает, делает назначение. И уже по этим назначениям дети проходят кто-то лечение, кто-то реабилитацию. УФ по назначению, ингаляции по назначению. Также хочется отметить, что у нас есть массаж. И массажное кресло замечательное, где дети расслабляются по окончанию дня, потому что день у каждого ребенка очень насыщенный. До обеда у детей проходит вся кружковая деятельность. Работает скалодром и веревочный парк. Это самый экстремальный аттракцион на территории базы. Вот они у нас проходят сначала нижний этаж, самый легкий. А второй этаж у нас это как бы самый сложный. Там очень сложные есть позиции. Для того, чтобы туда попасть, они у нас проходят по скалодрому. То есть, если ребенок не боится высоты, он долезет до верха, то есть у него есть цепкость, тогда он сможет попасть на второй этаж. Но в принципе все дети справляются. Ребятам очень нравится проходить препятствия, несмотря на то, что одновременно их одолевает и страх. Надо сказать, что за время, что мы находились на территории парка, мальчиков не было совсем. Больше интерес этот аттракцион вызывает у девочек. Мне было сначала вообще это экстремал, адреналин какой-то, мне очень понравилось, я бы еще хотела. Я думала, я упаду на лестницах, но я не упала, я смогла все пройти. Что самое страшное? Самое страшное, это были лестницы на втором этаже. И все, так все было легкое для меня. Бассейн дети посещают через день. Здесь ребята проводят 1,5 часа и ждут этого момента они с нетерпением. Младшие отряды играют с водным инвентарем, ребята постарше прыгают с трамплинов и соревнуются, кто быстрее проплывет круг. Здесь круто! В течение всего дня ребята могут кататься по территории лагеря на велосипедах, самокатах, прыгать на батутах, качаться на качелях. Вечерами для отдыхающих вожатые организуют различные мероприятия, квесты, а также отводится свободное время на прогулки. В общем, жизнь в лагере кипит. По довольным лицам детей можно с уверенностью сказать, что им здесь нравится. Отдыхающие окружены заботой и вниманием. В лагере созданы все условия для насыщенного и комфортного отдыха детей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На этом у нас все. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.